Опытом обеспечения пенсионеров занятостью и досугом поделились муниципалитеты региона в рамках выставки «Экспо. Золотое время». Свои наработки представил и Сосногорский район. О создании комфортной среды для пожилых людей рассказали не только социальные работники, но и специалисты структурных подразделений районной администрации. Представители образовательной, спортивной и культурной отраслей наглядно показали, что в географическом центре Коми о старшем поколении заботиться умеют. Участники форума от нашего муниципалитета рассказали обо всех направлениях работы с людьми золотого возраста, которые практикуются в Сосногорском районе. Также специалисты высоко оценили организацию и саму необходимость проведения подобного форума. Польза этого форума в том, что показано внимание со стороны властей тем гражданам, которые 60+, как обозначен этот форум. И в то же время при подготовке к форуму наши граждане пожилого возраста, которые посещают наш центр, они активизировались, они подготовили экспозиции, чтобы их труд был представлен на этом форуме. Сосногорский район привез Сыктывкар в направлении всех отраслей, которые работают с пожилыми. Физкультура, культура, социальная защита, советы ветеранов. Все представили свои наработки, все, кто чем могут занять активных пожилых граждан, которые еще хотят участвовать в общественной жизни. Взаимодействие различных сфер оценил и министр труда, занятости и социальной защиты Коми Илья Семяшкин во время деловой встречи, которая была проведена в рамках форума. Действительно, там, где в районах муниципалитет, социальная защита, культура, образование, здравоохранение рука об руку работают, там действительно есть прекрасные положительные моменты, которые мы сегодня хотели показать, сделать, чтобы все районы между собой посмотрели, подглядели, может быть, что-то друг у друга хорошее, и в дальнейшем выходили на улучшение межведомственного взаимодействия для такой важной категории, как пожилые люди. Активно вовлечены в работу со старшим поколением учреждения культуры. Именно на их базе проходит большое количество мероприятий, где люди пенсионного возраста могут в полной мере раскрыть свои таланты. Во многие учреждения мы сегодня приобрели именно для таких коллективов. Это концертные костюмы, это новые музыкальные инструменты, баяны, аккордеоны и многое другое, что поддерживает досуг нашего старшего поколения. Поэтому реализация такого мероприятия действительно очень важна, и мы продолжим эту реализацию этого проекта и в 2018 и в 2019 годах. И задачу ставим для себя такую, чтобы объять такой поддержкой все клубные учреждения нашей республики Коми в той или иной мере. Выставочные павильоны в этот день пользовались особой популярностью. Именно здесь можно было получить подробную информацию о различных учреждениях, представляющих услуги людям пенсионного возраста. Широко были представлены общественные объединения, работающие в различных направлениях. Форум 60+, с моей точки зрения, еще раз доказывает, что люди старшего поколения не должны замыкаться в себе, не сидеть в четырех стенах, идти на мероприятия, в учреждения, в которых есть разные, как у нас в Сосногорске, и группа здоровья, и кружок «Умелые руки», и другие, даже тот же хор ветеранов. Поэтому думаю, что если люди активны, их жизнь продлится дольше, чем 60. Одному из представителей Сосногорского района, Валерию Хозяинову, прямо на выставке были торжественно вручены удостоверение и книжка серебряного волонтера. Это движение только набирает обороты в республике. В него входят люди старшего возраста, обладающие богатым жизненным и профессиональным опытом, активной гражданской позицией, готовые оказывать поддержку и помощь тем, кто в ней нуждается. Для них такие требования, что они должны проработать вот у нас в центре. Они работают с детьми-инвалидами, со взрослыми инвалидами. В частности, Валерий Иванович рассказывает то, с чем он работает. Краеведение, проводит мероприятия, приходит на все тематические занятия, которые связаны именно с развитием республики. Валерий Хозяинов является частым гостем Центра по предоставлению социальных услуг, где проводят для детей и взрослых встречи, беседы об истории родного края. Рассказывает о собственных исследованиях, которые легли в основу его книг по краеведению. Он сам человек очень увлеченный и старается передать свой опыт и знания всем, кто проявляет интерес к культуре, обычаям и традициям народа Коми. Экспо «Золотое время» вызвало у краеведа самый живой интерес.
А тут обошелся, действительно есть что посмотреть, есть чем перенять у наших соседей. Был Ижемский, Хустилинский. Они еще пригласили посмотреть свои презентации по компьютеру. То есть все тут интересно. Стать частью волонтерского движения совсем не сложно. Главное – желание. А возможности в Сосногорском районе для активных граждан золотого возраста предоставлены широкие. Клубы по интересам, общественные организации объединяют тысячи неравнодушных жителей. На территории муниципалитета широко используется экспертный потенциал ветеранов. Люди старшего поколения принимают активное участие в обсуждении перспектив муниципалитета и работе с молодежью. Выставка стала первой в череде мероприятий, запланированных в рамках форума «60+», проводимого по поручению главы региона Сергея Гапликова. Мероприятие четко обозначило задачи власти на всех уровнях, от федерального до муниципального. Создать для граждан пожилого возраста условия для самореализации, а также комфортной и достойной жизни. Для Сосногорского района это направление одно из приоритетных.